Әрбір хужабикенің үз сірі, үз линиясы. Гармонияда бұл. Yo'qtiliq qamtul, palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. Здравствуйте, дорогие друзья! Иссянмасыз, хурматтли дуслар! В эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». И сегодня вы узнаете много новых кулинарных секретов, потому что у нас в гостях настоящий профессионал, прирожденный шеф-повар Ленар Зарипов. Ленар, здравствуйте! Привет, Арсен. И я смотрю, шеф-повар принес какой-то божественный напиток. Это чудесный напиток истинно татарского народа – буза. Буза? Вот я знал оригинальный подарок. Вот действительно в гостях у нас. Можно я буду называть тебя шеф? Конечно. Спасибо, шеф. Так, мы сейчас будем его пробовать? Нет, сейчас мы его берем в холодильник, остудим, но попозже мы откроем секрет, как же его все-таки приготовить. То есть мы и попробуем, и узнаем секрет приготовления этого напитка. Договорились. Ленар Зарипов, повар. Окончил Казанский торгово-экономический техникум. По специальности технологии производства общественного питания. Здесь же ему была присвоена квалификация повара 5-го разряда. В 2015 году окончил Российский университет кооперации по специальности технология продукции и организации общественного питания. В разное время работал в кафе «Оливье», кофейне «Шербургские зонтики», суши-баре «Табуки». Сейчас работает поваром в Metro Cash & Carry и преподает кулинарные курсы в творческой студии «Беседка». Ленар, мне так поднимает настроение вот эта баранья нога. Что мы будем с ней делать? Мы приготовим блюдо под названием тотурган кузе, но в очень маленьком виде. Традиционный рецепт использует целые освежеванные туши барана, но мы используем только ножку. Ну, я думаю, нам на двоих хватит и ножки. Рассказывай, как готовится. Начнем с простого. Я тебя попрошу замесить тесто на соленой воде, а я займусь разделкой ножки. А я уж помечтал, что я сегодня буду только смотреть. Хорошо, шеф. Сейчас я достану посуду для теста. Я готов. Необходимо налить пол-литра теплой воды. Именно теплый, потому что в теплое тесто намного легче вымешивается. Так, сколько соли? Столовая ложка без горки. Без горки. Достаточно. Необходимо размешать соль. И потом уже добавляем муку. Да, понемногу. Все. Задание понятно, шеф. Так, что ты делаешь с бараниной? Мы ее сейчас будем освежать, отделять кости от мяса. Теперь следующий мой секрет, вернее, свой секрет расскажи. Какое первое блюдо ты приготовил, Ленар? Первое мое блюдо было томленая гречка в духовой печи. Мне было, наверное, лет 6-7, примерно так. Кто тебя заставил, надоумил? Чувство голода. А вот вообще мечта была стать профессионалом? Вот, готовить для людей, готовить за деньги? За деньги, да. А профессионалом я стал как бы после окончания школы. Мне получилось так, что при выборе профессии семейный совет собрали и думали, куда же меня отправить учиться. Отец как бы обращал внимание на то, чем я занимаюсь. И он увидел одно из моих таких интересных качеств. Я очень как бы неравнодушно отношусь к кулинарии и увидел то, что я маме помогаю часто очень готовить. Он говорит, давай тебя отдадим в кулинарный техникум. И единственное, что, как говорится, у нас есть, был на тот момент очень достойно, это торгово-экономический техникум наш казанский, который, собственно, и сделал из меня человека. Это очень такой период был для нас сложный, как бы школа закончилась, как бы что-то вроде переакклиматизации. И мы искали себя. Нас отправили после полугода обучения, нас отправили на практику. Там уже нас распределяли. И первая практика у меня была уже в ресторане. Собственно, где я и влюбился в эту профессию. Ленар, что вот ты делаешь сейчас с ножкой? Я сейчас занимаюсь таким процессом под названием обвалка. Это отделение мяса от костей. Вот они, заученные фразы в институте. У нашего мяса мы удалили кости, зачистили от жира лишнего, то есть нам жир как такового в принципе не нужен в большом количестве. Теперь нам необходимо сделать такой пласт
То есть, видите, у нас такие утолщения. Нам необходимо сделать, надрезать его или разделать, чтобы он был более равномерным слоем. Так, ну вот с тобой все понятно. Что мы делаем с этим теплым куском теста? Теперь, вот ты тесто правильно сделал, немножко, слегка немного посыпал муки. Теперь я тебе так скажу, вот так поставь Так. доску. И вмешивай тесто именно вот этой частью руки. Почему? Мышца не напрягается руки, и вы быстро не устаете. Вот еще один секрет. Поэтому выдавливаешь, я покажу. Так. Вот так вот. Вот так вот давишь, концы. И к серединке потом стаскиваешь. Таким образом мешается 5 минут, и у вас получается равномерное тесто. Самое главное, хорошее настроение. Самое хорошее настроение не забываем, дорогие друзья. Ленар, ну вот тебя в техникуме именно этому научили? Ну, не только в техникуме, нас этому учили и хорошие, отличные шеф-повара, собственно, мои учителя. Поэтому это все надо пользоваться и делиться. Делиться. Как сегодня поделиться не только секретом Ленар, но и мясом, который он принес. Что мы делаем с рисом, Ленар? Рис необходимо промыть слегка, для того, чтобы смыть в нем лишний крахмал. Он нам как раз-таки не даст слипнуться. Вот мы сегодня используем обычный традиционный рис, да? Да, самый обычный рис. То есть, а почему вот не паровой, который тоже есть на рынках? Нам необходимо, чтобы консистенция риса была полукашеобразная и половину жесткая. Так, ну хорошо, сейчас я быстренько промою рис. Рис промыли. Отлично. И сейчас? Рис мы закладываем в кипящую подсоленную воду. Так. Только посолили, не перчили. Нет необходимости. Так, оставляем. Далее. Что у нас по нашему кулинарному сценарию? Нам необходимо втереть соль и перец в мясо. Так, пожалуйста, соль. Перчики. Все это я доверяю тебе. А что мы делаем с тестом? Тесто мы раскатаем в пласт, примерно как для лапши, но чуть потолще. Рис необходимо еще раз перемешать. Вообще рис желательно после закладки в кипящую воду размешать 2-3 раза. Этого достаточно. И больше не трогать? Да. Так, отлично. Сейчас я установлю куна тактаса. Тебе, я думаю, знакомо. Абсолютно. Это красивое татарское слово. Немножечко муки. Итак, Ленар, получил ты первое свое образование. И как нашел работу? Читал объявления, позвонил друзьям. Нет, на самом деле меня уже ждали. Я еще когда учился, меня сразу приглашали учиться, работать. На серьезную должность? Прям сразу шеф-повара? Нет, я был зам шеф-повара. Как я сегодня, например. Именно называется должность су-шеф. И дальше уже более, как говорится, в бой. Не было вот вообще страха, вот то, что ты готовишь, и там сейчас люди пробуют, пожалуются, скажут, нет вот вообще такого? На самом деле нет. Почему? Потому что когда я проходил практику, меня изначально уже под это настраивали. Меня всегда отправляли в самые тяжелые условия. Поэтому как страха такого не было. Был только один страх успеть. А какой самый любимый момент вот на кухне у шеф-повара, у су-шефа? Ну, не знаю, там, чистить картошку, жарить. Какой есть такой, что, ой, вот это я не люблю делать, не хочу? Ну, наверное, такого нету. Единственное, с чем иногда сталкиваться приходится, это когда кадры меняются, приходят новые. Такие же начинающие повара, Да, как когда-то ты. и вот они начинают нас шалить, чудить, они придумывают новые рецептуры, которые ты даже раньше не знал. Ну что интересного было связано со студентами? Бессонные ночи, прохождение постоянной работы. И, наверное, самый значит был первый гость, спустился к нам на кухню, пришел к нам на кухню и поблагодарил автора блюда. Вот это был для меня самый Вы, наверное, первый. испугались, смотри, заказчик идет. Да, был такой момент. Но как бы нам не стыдно было за то, что мы готовили, поэтому было очень вдвойне приятно. После его слов нас даже премировали. Поэтому было очень круто. Вот видите, друзья, в этом и есть секрет успешного повара. А после небольшой паузы мы продолжим. Оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители, спасибо, что вы по-прежнему с нами. Это программа «Секреты татарской кухни». И в гостях у нас сегодня шеф-повар от Бога Ленар Зарипов. Ленар,
Кажется, Скажи название нашего истинно татарского блюда. тутурган кузы. Мы освежили мясо, сняли все кости, убрали лишний жир. Поперчили, посолили. Поперчили, посолили, втерли вот так вот массаж. В это время я приготовил тесто, его раскатал. Толщиной Толщина у примерно. нас чуть больше, чем на лапшу. Да. И отварили рис. Отварили рис в подсоленной воде. Сейчас Мы добавляем сливочное масло в рис и перемешиваем. примерно 1/3 стандартной упаковки масла. Где-то 80 грамм. Сливочное масло придаст нейтральную свежесть и легкость блюд нашим. Как же он поет, обычно говоря. Теперь мы берем наше мясо, устанавливаем на наше... Прямо на тесто. Прямо на тесто сверху. Вот это запеканочка будет, да? Будет Так, отлично. далее. Теперь мы берем рис и укладываем в середину нашего мяса. Шеф, позволь, я сделаю это сам. Конечно. В центр нашего мяса. Ленар, есть у меня еще один вопрос. Ты один из тех поваров, который имеет два образования, то есть технически профессиональное и высшее. Вот для чего пошел в институт? Наверное, Вроде бы у тебя же есть работа, уже успешный повар, все хорошо. В первую очередь, наверное, для того, чтобы повар – это все-таки личность, и нужно расти личностно. А где это можно получить, как не в институтах? Там же учишься быть лидером, там же учишься становиться руководителем, над собой очень много работаешь. Даже европейские школы кулинарные, они подразумевают под собой два образования, техническое и профессиональное высшее. Поэтому это не помешает и вреда не нанесет. Итак, внутри у нас рис, закрыли мясо и закрываем тесто. Да, мы сейчас закрываем тесто. Многие сейчас смотрят, ага, он готовит большой пышмак. Это похоже на манты большие. Да, или дурт пышмак, как говорится. Так, то есть здесь все на самом деле очень просто, да? Залипаем края. Да. И плотно-плотно. То есть отверстия не оставляем в Ни в середине. коем случае. Нам важно сделать так, чтобы все соки сохранились внутри. Сделаю вид, что я тоже причастен к этому блюду, хотя бы частично. Так. То есть мы внутрь не наливаем ни бульона, не добавляем еще масла, Ни в ничего. коем случае. Почему? Потому что блюдо готовится из баранины, а баранина, как мы знаем, она содержит в себе много жиров, которые мы, кстати, лишнее уже убрали. Так, мы как-то будем красиво закрывать это? Или Нет, мы его просто перевернем вверх тормашками. Так, сейчас я подготовлю противень, на который мы положили пергаментную бумагу. Тоже сюда добавляем масло, нет? Нет, масло Ничего. чуть добавить не будем. Мы просто вот это аккуратненько, плотненько прижмем. Итак, все у нас готово. И сейчас самый ответственный, самый интересный момент. Вот это вот надо аккуратненько перевернуть на противень. Доверяю тебе, конечно же, Ленар. Сделать это очень просто. Ага. Вот он секрет-то. Опа. И все, наше тесто готово. Теперь мы его аккуратненько приводим в порядок. Сколько готовится оно в духовке? Оно готовится до 1,5 часов, в зависимости от куска, и при температуре 200 градусов. Шеф, открывайте духовочку, отправляем блюдо номер 1 на 1,5 часа. Ну а прямо сейчас, дорогие друзья, вы узнаете секрет приготовления того самого напитка, который в начале программы подарил мне Ленар. И название ему... Буза. Тутырган куза. Баранью ногу надрезали и аккуратно удалили кость и лишний жир. В результате получился плоский прямоугольник. Мясо натерли солью и перцем, оставили мариноваться на несколько минут. Тем временем замесили пресное тесто и раскатали его в пласт толщиной приблизительно полсантиметра. В подготовленное баранье филе завернули заранее отваренный рис, приправленный сливочным маслом. Затем кулек из мяса с рисом выложили на тесто. Края теста приподняли и защипали в произвольной форме. Мясо в тесте выложили на противень с пергаментной бумагой и запекали 1,5 часа. А теперь мы приготовим наше второе блюдо, собственно, секретом которым я хотел поделиться, под названием буза. Для приготовления бузы нам необходимо будет геркулес. Геркулес. Да, обычный геркулес. Нам потребуется сахар, сливочное масло, горячая вода, емкость, дрожжи, чуть-чуть, Шеф-повар и помощник. Шеф-повар. чуть-чуть дрожжей, блендер. И нам нужна будет обязательно деревянная ложка. Так, деревянной ложкой, пожалуйста, выбирайте. Вот это. Вот это. Все. Приступаем. Рассказывай. В первую очередь мы измельчим наш геркулес в муку.
Так. Раньше использовали жернова, конечно, ну, у нас, благо, сейчас технологии позволяют. Все, наша мука готова. И следующее действие нам необходимо 50 грамм сливочного масла растопить. Так, все это готово. Теперь мы перекладываем нашу муку. Итак, отличная у нас получилась овсяная мука. Да. И пока растапливается масло, расскажи нам, откуда же появилось вот это блюдо под названием таким интересным, я впервые слышу, буза. Вообще это очень старое не блюдо даже, а напиток, который очень часто, если в вековых отрезках это 18-19 века, готовили в домах, именно в зимний и осенний период. И подавали его всегда на праздничные столы, когда приходил какой-нибудь очень важный гости. Это был напиток. То есть напиток, соответствующий статусу нашей программы и нашему гостю. Так, добавляем растопленное масло в муку. Да, и перемешиваем. Так, ничего не оставляем. Так, позволь, я сделаю это сам. Конечно. Ленар, скажи, пожалуйста, вот откуда такие интересные рецепты? Читаешь книги, в интернете как-то следишь? На самом деле, в первую очередь, это книги. Ну, я вообще как татарин, человек, живущий в Казани, в Татарстане. Я должен знать свою культуру, я должен, как повар, уметь готовить свои национальные блюда. И поэтому у меня вот брат есть родной, мы с ним решили изучить этот вопрос. И когда начали узнавать о знакомых, друзей, кто этнологией занимался, они сказали, что вам надо идти, необходимо идти в национальную библиотеку. И там вы найдете много очень ответов на свои вопросы. И, собственно, там мы искали, мы поняли, что кулинарных книг практически не писалось в те времена. Было очень мало. Вообще не было. И были только описания различные в фольклоре именно использовалось. Какие-то там кратце. Потом нам посчастливилось встретить, вот брат встречался с Рабит Батулла, нашим драматургом известным, и он уже поделился более тонкостями определенными. После чего мы начали пробовать, делать наше вот национальное блюдо. Восстанавливать те древние рецепты. Да, на самом деле, сам себе рецепты очень уникальные, технологичные, очень красивые. И мы поняли то, что, сложив эту картинку воедино, мы поняли то, что татарская кухня, она очень полезная для организма в целом. И там не употреблялось ни в коем случае каких-нибудь жареных блюд, не употреблялось то, что несет вред для здоровья человека. Поэтому только здоровая пища. Умеешь ты поднять настроение, Ленар? Так, размешали мы тщательно муку со сливочным растопленным маслом. Сейчас Теперь мы это накроем полотенцем и уберем на полчаса в теплое место. то есть оно должно отстояться. Да, полчаса. Наше сливочное масло отдаст ароматы муке. Итак, наша мука отстоялась 30 минут, и сейчас мы продолжаем готовить напиток наш. Далее. Руслан, я буду мешать, ты добавь мне горячей воды, горячей кипяченой воды. Я буду медленно помешивать до образования кашеобразного. Слушай, вроде так звучит буза, да? Действительно готовится очень долго. Ну, на самом деле, быстрых блюд татарской кулинарии нету. Но вообще рецептов очень много. Ну вот какой у тебя, вот ты столько изучал, какой самый такой сложный приготовляемый, какой-то оригинальный, какой? Самое интересное, пожалуй, для меня даже открытие было то, что баурсак – это не десерт в априори. Это было в первую очередь такие мясные шарики. Готовились они из ливера. И тоже назывались баурсак. Да, и это и было настоящим баурсаком. Суть в чем? Эти шарики, когда кочевники, когда на войну ходили, эти шарики, их сушили на печах и брали с собой в походы, либо когда путешествовали, его клали под язык и рассасывали. То есть это очень питательный мясной продукт был. Наш уже что-то вроде каши готово, мы ее должны накрыть опять полотенцем и убрать в теплое место на полчаса. Еще на полчаса. Да. И опять незаметно Прошли в нашей полчаса. телевизионной программе прошли полчаса. И финал нашего блюда. Теперь мы сюда добавим уже в настоявшуюся массу теплой, охлажденной до комнатной температуры воды. Сколько примерно? Где-то стакан пока.
И размешиваем до состояния теста для оладьев, ну и для блинов. Теперь мы добавим сюда стакан сахара То есть последний штрих такой: сахар и дрожжи. и дрожжи. Дрожжи нужно положить четверть чайной ложки. Сухие. То есть здесь не переборщить, самое главное. Да, иначе будет... То есть сахара Что можно ли, побольше, а вот дрожжи аккуратненько. Да, дрожжами надо аккуратно. Так, мы все это перемешиваем и отправляем в холодильник. Нет, мы это убираем, накрываем опять полотенцем и убираем уже на 6-8 часов. И наш напиток после 6-8 часов необходимо добавить воду холодную, кипяченую. И мы это процедим через дуршлаг и двойную марлю. Вот такой вот оригинальный рецепт приготовления напитка буза. Но вот этот конкретно мы попробуем уже завтра, а сегодня попробую тот, который ты мне подарил. Буза. Овсяные хлопья измельчили в блендере. В полученную муку влили 50 грамм растопленного сливочного масла и оставили на 30 минут настояться в теплом месте. Затем залили горячей водой, хорошенько перемешали и снова настаивали полчаса. Далее в полученную массу добавили воды так, чтобы получилась консистенция теста для блинов. Затем засыпали стакан сахарного песка и четверть чайной ложки дрожжей. Накрыли полотенцем и настаивали 5-6 часов, дав напитку немного побродить. Зашедшую массу снова разбавили теплой водой, тщательно перемешали и процедили через сито. Перед употреблением в бузу, по желанию, можно добавить сахарный песок. Бузу хранят в холодном месте. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. Как поделился наш сегодняшний герой Ленар Зарипов. Ленар, как наша баранина? Наша баранина готова, пора доставать. Открываем. Духовочку, внимание. Опа. Здесь самое главное не обжечься. Доверяем профессионалам. Шеф, прошу вас. Ой-ой-ой-ой-ой, как же... Опа, все подрумянилось. Как вот? Первые впечатления, расскажи нам. Все отлично приготовилось. А корочка у нас стала такая, какая нужна. Ну-ка. Очень твердая. Дело в том, что данное блюдо подают именно в самом тесте. Но тесто потом мы не едим. Ну, можешь попробовать. Можно попробовать. Самый ответственный момент – добраться до мяса. Ой-ой-ой. А какие ароматы? Вот не передашь их, уважаемые телезрители, мам, но Сейчас довольный наш шеф. получилось очень отлично. Отлично. Все же думают, скорее же, ну что же там внутри? Ленар, не томи. Вот такая у нас получается Курочка? скорлупка, Ага. корочка, в которую мы будем подавать наше блюдо. И вот так вот на этот кусочек теста мы... Именно подаем его. Обратите внимание, наше Ну-ка, мне уже хочется скорее взять это блюдо. тесто, оно скользит, а мясо приготовилось равномерно, рис у нас доготовился, аромат улетучивается. Посмотрите, что же получилось у нас. Шедевр. Шедевр кулинарного искусства. Я рад, что я причастен к нему. Пробуем. Отлично. Но сначала мы должны употребить наш напиток буза. А почему сначала напиток? Дело в том, что этот напиток обладает такими свойствами, как помощь желудку для переработки продукта такого тяжелого, как мясо. Дорогие друзья, вот я попробовал этот напиток впервые в жизни и даже подобрать слов не могу. С чем он? Вот на что похож еще? Это похоже что-то между квасом, что-то Да, между кстати, на квас. газировкой. Все это сладкое и еще кисель. Но тем не менее, его даже можно пить детям не только можно, а и полезно. Да. И Так что женщинам. попробуйте этот напиток, в домашних условиях приготовите, не пожалеете. Ну а сейчас мясо. Наконец-то. Итак, очень аппетитно приготовил сегодня Ленар коронное татарское блюдо. Можно и я без риса, да? Сразу мясо. Он уже даже не ждет, правильно? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Да? Если бы я был в театре, я бы встал и захлопал. Баранина тает во рту, но я думаю, рис также получился. Он собрал в себя вкусы, как раз таки вытекающих соков мяса и контрастировал. Ленар, отдельно еще раз тебе хочется сказать спасибо за это блюдо. Блюдо древнее, блюдо настоящее татарское, и такое мы готовили здесь впервые. Молодец, удивил. Спасибо.
И тебе от нас тоже подарок. Вернее, от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды я вручаю тебе сковородку бренда Кукмара. Компания Кукмара представляет инновационную линейку посуды с мраморным покрытием, которая специально разработана, чтобы помочь вам в создании ваших кулинарных шедевров. А высокотехнологичное покрытие обеспечивает легкость ухода и сохранение внешнего вида посуды. Руслан, спасибо тебе за мастер-класс, за то, что ты меня пригласил сегодня на передачу. Мы приготовили это шедевральное блюдо. Приходи ко мне на мастер-классы, я тебя научу еще много чему новому. Обязательно еще увидимся. Спасибо большое. С нами сегодня готовил шеф-повар Ленар Зарипов, человек, который очень любит татарскую кухню. Спасибо. Спасибо. Смотрите нас каждую неделю. До новых встреч. Сау булак, дуслар. Пока-пока.